Seni bittiğini tügüle tura jarıkları doğan aynı Dağlardan gelgen salkın ayaz çık çaçını sabırsılaydı Gece salkındı tügerek şoştu sen kaygı etme bir şuka Men de saklayma seni şukumu Şukla canım tatlı şukla Men kökte barhan ak bulutlanı Sana geleci eterim Kuş kanatlarım bolsala meni Dağlağa alıp geterim Kuş kanatlarım bolsala meni Dağlağa alıp geterim В июле 2017 года происходило, можно сказать, историческое событие. С козырька 19-й школы, одного из старейших учебных заведений Кабардино-Балкарии, был снят самолет-истребитель времен Великой Отечественной. С особой осторожностью, просчитав каждое движение и возможные риски, боевую машину спускают. Над демонтажом работают авиационные инженеры компании S7 Engineering. Впереди у них сложная задача – привести летательный аппарат практически в первозданный вид. Для того, чтобы транспортировать летательный аппарат, авиаслесарям пришлось его обескрылить, а также демонтировать хвостовое оперение. И если обшивка сохранилась не в лучшем виде, то начинка совсем другое дело. Довольно боевом состоянии, все нормально. Вот силовые части на нем в удовлетворительном состоянии. Вот. Ну, будем стараться, чтобы вернулось судно обратно сюда в хорошем состоянии, в идеальном. Наша организация не только этим занимается. Музей есть, там вся техника, которая когда-нибудь работала на заводе, ремонтировалась там. Но это будет, не так говорить, это транспортное судно будет первое уже. Об этом самолете ходят легенды. Рассказывают, что в Нальчик в начале 70-х годов прошлого века он прилетел сам. Специалисты даже говорили, что машина оказалась такой крепкой, что даже спустя полвека двигатель был еще в рабочем состоянии. Ну а в Кабардино-Балкарию Як-18У попал благодаря однополчанину Героя Советского Союза Алима Байсултанова. Настоящий истребитель времен Великой Отечественной войны подарил школе Ессентукский авиаклуб. Все эти годы учителя и школьники ухаживали за самолетом как могли, но время делало свое дело. Инициатором реставрации стал фонд содействия карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид». Активисты фонда смогли найти людей, которые взяли на себя все работы по реставрации самолета. Мы искали различные авиакомпании, клубы, кто этим занимается. А потом увидели, что авиакомпания S7, вот здесь в минеральных водах у них есть S7 Engineering Group, и они занимаются реставрацией старых самолетов и создали музей авиационной техники. Мы подготовили письмо с просьбой помочь, направили на имя генерального директора, на имя директора группы S7 Engineering. И надо отдать должное, что буквально через 2 дня они вышли с нами на контакт, приехала группа специалистов, сфотографировали, замерили все параметры. Полностью финансовую сторону по ремонту и реставрации самолета компания S7 берет на себя. С нашей стороны вот, мы его демонтируем и доставляем из Нальчика в Генеральный воды. 19-я школа носит имя первого на Северном Кавказе героя Советского Союза Алима Байсултанова, героя Балтики, легенды Великой Отечественной.
Байсултанов Алим Юсуфович, сокол Балтики. Алим Байсултанов родился в селении Яникой в 1919 году. В 1937 году окончил педагогический техникум и аэроклуб в Нальчике. В том же году был призван на службу в ВМФ. В 1939 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище летчиков. В 1939-1940 годах принимал участие в Советско-финской войне. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт. Воевал в составе 13-го истребительного авиаполка ВВС КВФ из наградного листа. 277 раз поднимал в воздух на разгром врага свой самолет товарищ Байсултанов. И где бы он ни появлялся, то ли над Ханкой и Таллином, то ли над Ленинградом, везде фашисты чувствуют на своей спине мощь беспощадного удара отважного летчика Байсултанова. За время Великой Отечественной войны товарищ Байсултанов в 45 воздушных боях уничтожил 19 самолетов. Из них самостоятельно 4, в группе с товарищами 13 и 2 на земле при штурмовке вражеского аэродрома. 64 раза вылетал на штурмовку войск и техники противника. Влетая 27 раз на разведку, он всегда приносил ценные сведения о противнике. За личную храбрость заместителю командира эскадрильи 4-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота гвардии капитану Алиму Байсултанову 23 октября 1942 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В самые тяжелые дни 1943 года фронтовая листовка Главного политического управления военно-морских сил начиналась с таким призывом: «Товарищи летчики, будьте храбры, дерзки и изобретательны в бою, как Байсултанов». В упорной борьбе за Ленинград Алим Байсултанов бил врага, мастерски применяя военную хитрость и обходной маневр, но чаще всего свой любимый грозный лобовой удар. Отважный летчик погиб в воздушном бою при сопровождении штурмовки на остров Сиксар в Финском заливе. Алиму Байсултанову было 24 года. Алим Юсуфович Байсултанов, он был великим летчиком. Он воевал с фашистскими войсками и трагически погиб. Но его до сих пор помнят и уважают. В нашей компании работают патриоты. Патриоты, и для которых память о Великой Отечественной войне – это не пустые слова. Поэтому для нас и не возникало какого-то вопроса, будем мы этим заниматься или не будем. И, как я уже сказал, реально все, кто принимал участие в восстановлении этого самолета, этого памятника, я сказал бы исторического памятника военным летчикам, все вложили часть души и восстанавливали его, как будто это восстанавливали самолет своего деда. Спустя всего несколько месяцев самолет сияет как новый. Причем не только внешне. В рабочем состоянии даже двигатель. Однако мотор специалисты заблокировали в целях безопасности. Над реконструкцией истребителя трудились десятки авиационных инженеров. Сейчас он уже в лучшем состоянии, чем мы брали его. Замена полностью обшивки произведена. Старое все убрано было. Вот, все установлено новое. Завод работает в нормальном режиме. Эта работа производилась на нескольких участках. Распределена была работа по нескольким участкам. Несколько участков были заняты этим делом. Непосредственно на завод ездили, видели, сколько труда они вложили. Они практически полностью отреставрировали. Не только вот внешне они старую краску сняли и покрасили, а внутренние несущие конструкции, то, что необходимо было заменить, все заменили. Поэтому, естественно, большая благодарность и авиакомпании S7, и S7 Engineering, и каждому в отдельности, кто был причастен. Наша задача была, чтобы самолет простоял еще хотя бы лет 40. Но я думаю, после этой реставрации он еще лет 40 смело простоит, а там, даст Бог, еще кто-нибудь его отреставрирует. Девятнадцатая школа – учебное заведение с большими традициями. Здесь с особым трепетом относятся к ветеранам Великой Отечественной войны. Посещают их дома, приглашают на уроки патриотизма. Ну а боевой як, гордость и символ школы, всегда вызывал особое почтение у педагогов, учеников и их родителей.
В 1995 году, 10 мая, в Нальчикской школе 19 было присвоено звание «Имя Героя Советского Союза Алима Байсултанова». В настоящее время наша школа с гордостью носит имя нашего славного земляка. Наши учащиеся чтут и помнят героические подвиги Алима Байсултанова. На базе нашей школы организована детская общественная организация «Юные байсултановцы», которая насчитывает более 200 человек. Сокол Балтики, бесстрашный герой, храбрый и изобретательный в бою. Такими словами сопровождали Алима Байсултанова его однополчане. О нем писали в газетах. Слава о подважном летчике-истребителе гремела по всей Балтике. Его высокому летному мастерству, инициативе и бесстрашию в бою учились многие молодые летчики-истребители. Где бы он ни появлялся на своей краснозвездной машине, то ли над Таллином, то ли над Ленинградом, всюду враги чувствовали на себе всю мощь его беспощадных ударов. Ничто не могло остановить Алима Байсултанова в выполнении поставленной перед ним задачи. Дорогие друзья, сегодня козырек нашей школы украшает обновленный самолет-истребитель, точная копия, на котором летал наш герой Алим Байсултанов. Друзьям ты был душою, всех приглашая на свой альбус, и себя за дружбу боевую любить заставил всех навек. Твоя память сердца тревожит, ты стоишь как живой у меня. Никто мимо пройти не может, остановятся и чтут тебя. Ты погиб в бою от снаряда за любимый мой Ленинград, и как верный сын народа удостоен высший из наград. На могиле гвардейцы клятву давали, бить крепче врага за тебя. В боях за родину все отдавали, умножая свой подвиг, не жалея себя. Твой бюст на пьедестале на родине в Яникое стоит, и каждый горец на Кавказе тобой, родным героем, дорожит. Пусть образ твой звездою на все века горит, и о подвигах Алима всем горцам говорит. Торжественное открытие отреставрированного самолета проходило с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей рода Байсултановых. Любите Кабардино-Балкарию и, конечно, любите Россию. С праздничком вам, дорогие! Я вас всех люблю! Вы знаете, очень тяжело говорить, когда уходят люди в таком молодом возрасте. Я от лица всех родственников хочу сказать большое человеческое спасибо. Молодое поколение, которое здесь стоит, они, наверное, достойны все-таки учиться в этой школе. Обращаясь к юному поколению, хочу сказать, учитесь хорошо,
и отлично. Алим Байсултанов в школе учился на хорошо и отлично. И аэроклуб он закончил на отлично. Он учился в педучилище, закончил это педучилище на отлично. И в заключение я хочу прочитать стихотворение. Как надпись: облака белеют в небе синем, в сиянии солнца и чуть подальше Лим, в селении Яникой, чьим храбрым был он сыном, стал памятником наш прославленный Алим. В сражениях с врагом всегда неутомим, к победе путь держал по огненным лавинам. Был Балтики простор, расколот словно клином, рыданием над ним бесстрашным молодым. Алим, ты не погиб, снег тает по долинам и в вечных небесах с полетом журавлиным, где облачный узор стал именем твоим. Ревет твой самолет, и скорость набирая, преследуя врагов, уходит вдаль без края. Летит все ввысь и ввысь, для глаз неуловим. Юнармейцы и кадеты в память о тех, кто не дожил до этого дня, выпустили в небо белые шары. Представителям компании и руководству нальчикского филиала Эльбрусойда вручили благодарности от правительства республики. От имени председателя правительства Кабардино-Балкарской республики зачитать благодарственное письмо представителю компании Seven Engineering за проделанную работу по восстановлению самолета, установленного на территории средней школы номер 19. Это достойный вклад коллектива авиакомпании «Сибирь» в дело сохранения памяти о героических подвигах в годы Великой Отечественной войны и патриотического воспитания подрастающего поколения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в области поддержки социально значимых проектов. Также благодарственное письмо директору нальчикского филиала Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи Эльбрусойд Анаеву Марату Азретовичу за организацию на высоком уровне работ по восстановлению самолета Як-18У, установленного на территории средней школы номер 19. Отдельно хочу поблагодарить Марата Азретовича за вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Для Кабардино-Балкарии реставрация этого самолета – большое событие, отметили гости. Подрастающее поколение не должно забывать тех, кто сложил свои жизни за мирное небо. Вы знаете, когда инициативная группа обратилась к нам с такой просьбой, предложением восстановления этого, я бы сказал, исторического памятника, ни у кого не было сомнения, что мы возьмемся за это дело и сделаем его качественно. Я сам непосредственно принимал участие в его восстановлении, и я видел, как наши работники, наши организации относились к восстановлению этого самолета. Было такое ощущение, что каждый из них восстанавливал самолет своего деда. В этом году 19-я школа отметит полувековой юбилей. И отреставрированный самолет – лучший подарок к этой дате, говорят здесь. Ведь боевой Як – одна из достопримечательностей не только Нальчика, но и всей Кабардино-Балкарии.